Беслан Константинович, пару дней назад вы вернулись из Москвы, где находились с рабочим визитом. С чем была связана ваша поездка в первую очередь и каковы ее результаты? Последняя наша поездка в Москву была связана с вопросами, которые стоят на повестке российско-абхазских отношений. Прежде всего, мы обсуждали вопросы, связанные с реализацией инвестпрограммы прошлого года, а также обсуждали планы и возможности на следующий год. Вы знаете, что между нами действует постоянно действующая межправительственная комиссия, сопредседателями которых являются премьер-министр Абхазии, вице-премьер правительства Российской Федерации Александр Геннадьевич Хлопонин. Мы регулярно встречаемся в рамках межправкомиссии, где подготавливаем протокола и определяем объемы и параметры инвестпрограммы очередного периода. Но порой нам приходится чаще встречаться для того, чтобы при личных встречах снимать те или иные вопросы, которые возникают в ходе реализации инвестпрограммы или же при планировании мероприятий следующего этапа. Во всех этих вопросах, как и всегда, мы находим понимание и поддержку. Очень оперативно удается решать те вопросы, которые стоят на повестке российско-абхазских отношений. За время последней рабочей поездки мы обсудили целый ряд вопросов, связанных и с развитием энергетики Абхазии, с теми проблемами, которые были у нас в зимний период времени по перетоку, который с помощью наших коллег нам удалось поручить с Российской Федерацией, и ряд других вопросов, которые мы с вами, наверное, предметно обсудим в ходе нашей дальнейшей беседы. А как вы вообще оцениваете уровень российско-абхазских отношений вот на нынешнем этапе? Динамика встреч наших глав государств свидетельствует о высоком уровне доверия, который сложился между нашими странами. В духе союзничества и стратегического партнерства развиваются наши отношения. На уровне межправительственных отношений я уже говорил, что наши регулярные встречи приносят конкретные результаты. Успешно реализуется инвестпрограмма текущего года и последующих этапов. Поэтому я бы назвал эти отношения весьма доверительными, направленными на конструктивное взаимодействие в целях развития социально-экономической ситуации нашей страны. Могу дать очень положительную оценку этим отношениям, учитывая те результаты, которые есть на сегодняшний день. Ну, уже вопрос как к сопредседателю межправительственной комиссии. Как проходит вот реализация инвестиционной программы? И вот, если можно, о результатах именно вот 2016 года. Что вы можете сказать? В прошлом году прошли 3 встречи в рамках межправкомиссии, где детально были рассмотрены параметры инвестиционной программы, которую мы реализовали в 2016 году. Должен со всей ответственностью вам заявить, что в 2016 году все те объемы, которые были утверждены, заложены в федеральном бюджете Российской Федерации, направлены на помощь Республике Абхазия в рамках программы, были получены в полном объеме абхазской стороной. Все обязательства российская сторона выполнила по отношению к нам. Что касается абхазской стороны, все мероприятия, которые нами были запланированы, они реализованы на сегодняшний день. Можно говорить о успешном завершении инвестиционной программы за 2016 год. Ее объемы равны 2 миллиардам 486 миллионам рублей. Все эти работы выполнены. Это мероприятия различного рода. В ближайшее время по всем этим работам завершенным будет представлена информация. Это все будет опубликовано на наших ресурсах, и каждый желающий может ознакомиться с содержанием и с качеством выполненных работ. Это, прежде всего, работы, связанные с дорогами, это инфраструктурные моменты, это многоквартирные дома, это водопроводные линии, это объекты социальной инфраструктуры. Считаю, что инвестпрограмма 2016 года выполнена успешно. Это было отмечено и сопредседателями, и на сегодняшний день уже есть планы на следующий этап реализации этой инвестпрограммы. Это мероприятие 2017 года. Вы знаете, что на следующий год в рамках инвестпрограммы предусмотрено порядка 2 миллиардов 96 миллионов рублей. Конкретные мероприятия, которые будут реализованы в рамках этой инвестпрограммы, также прошли этап обсуждения, и на очередной встрече сопредседателя, на очередной межправкомиссии все эти параметры будут утверждены, и начнется финансирование этих объектов, строительства, реконструкции, ремонта обозначенных в нем мероприятий уже в текущем году. Это не только позже, на 2017 год? Это на 2017 год. Если говорить в разбивке по районам, прежде чем формировалась эта программа,
Конечно же, мы брали информацию первичную от руководителей местных органов власти, где на местах лучшие знают, какие проблемы стоят у них в районе, связаны это с инфраструктурными проектами, связаны они с объектами социального значения и так далее. Вся эта информация была собрана, обработана, представлена абхазской стороной как наша версия программы, и оно нашло полное понимание и поддержку. Если говорить сейчас, детализировать эти направления, мы можем говорить о том, что в программу войдут строительство, возведение с нуля, а также капитальный ремонт детских садов, школ. Это дорожное покрытие, асфальтобетонное покрытие. Это работы, связанные с восстановлением инфраструктуры. Это работы, связанные с реконструкцией, заменой водопровода практически во всех районах Абхазии. Это замена лифтов, это ремонт подвалов, крыш, канализации, ливневок и так далее, и так далее. Проблемы, в принципе, во всех районах, они одинаковые. Это изношенная наша инфраструктура, это практически на 90% наследие советской эпохи, и многие инженерные сети вышли давно из строя. Они нуждаются не только в капитальном ремонте, а в полной замене. И все эти вопросы мы будем поэтапно снимать, на что есть полная поддержка и гарантия этих мероприятий. Если говорить, Рада, вы спрашивали о конкретных результатах, я хотел бы коснуться вопроса железнодорожного кредита, экспортного кредита, который, вы знаете, был представлен в абхазской стороне на основании соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации в 2010 году в объеме 2 миллиардов рублей. И за этот период времени наша республика обслуживала этот внешний экспортный кредит, и порядка 400 миллионов нами уже выплачено было. Пик выплат приходилось на 16, 17, 18 годы, где сумма ежегодная варьировалась в районе 300-350 миллионов рублей. Это была тяжелейшая нагрузка для нашего бюджетного процесса, для наших возможностей, и неоднократно эти вопросы поднимались практически с 2012 года. Но вы знаете, что на последней встрече наших глав государств в декабре месяце один из вопросов, который Рауль Жумкович поднимал перед Владимиром Владимировичем, был вопрос реструктуризации этого кредита. И после этих встреч были даны соответствующие поручения правительству Российской Федерации. Рауль Жумкович дал нам соответствующие поручения, и мы начали переговорный процесс с российскими коллегами. Я сегодня со всей ответственностью могу заявить, что результат есть. Наши коллеги пошли нам навстречу. В результате рабочих встреч было выработан обоюдно график реструктуризации. Мы реструктурировали этот кредит до 2029 года и сняли пиковые нагрузки на наш бюджет на этот год и последующие. Если говорить о прежнем графике, для понимания просто возьму отсечку одного года. На этот год нам по прежнему графику мы вынуждены были платить более 350 миллионов рублей. С учетом утвержденного сегодняшнего графика, платежи снизились в разы. То есть, пролонгировав его до 2029 года, нагрузки на наш бюджет в разы снизились, что позволит нам более рационально использовать те финансовые средства, которые появляются у нас вследствие нашего экономического роста и наших возможностей. Протокол уже подписан, нами уже он был внесен в Народное собрание на ратификацию. То есть, для понимания, мы сняли ту нагрузку, которая лежала тяжелым бременем на наших бюджетных возможностях, на нашем бюджетном процессе. Считаю это хорошим результатом и должен отметить очень положительную работу, динамичную работу правительства Российской Федерации, которая очень оперативно реализовала поручение президента Российской Федерации. И с нашей стороны Министерство финансов тоже выполнило все обязательства, и на сегодняшний день документ подписан. В понедельник в Москве прошло в Министерстве финансов подписание этого протокола, и я, как говорил выше, сегодня этот документ находится на ратификации в Народном собрании, и мы ждем ее ратификации в ближайшую среду. Понятно. Ну, это, я так думаю, что одна из таких главных новостей, конечно, из вашей поездки, то есть ее можно и считать, ведь это не секрет, что все-таки железнодорожный кредит – это такая вот наша больная мозоль. Совершенно верно. Да. Этот вопрос стоял у нас, как я говорил, выше несколько лет. Ну, я думаю, что здесь еще есть один такой важный, существенный момент, что мы от этого долга не отказываемся, в том смысле, что мы не просим, да, как-то там его списать или еще что-то. Мы от долга отказываться не можем, поскольку это наши долговые обязательства, обязательства нашего государства. Мы их выполняем, мы обслуживаем их в полном объеме, и мы поставили вопрос о содействии в реструктуризации. В этом вопросе нам пошли навстречу. Тот график,
который устраивает полностью абхазскую сторону, он был принят, согласован и подписан в городе Москва. Считаю это большим достижением для нашей страны. Ну что ж, еще один вот такой наболевший, злободневный и острый вопрос для нас, для нашей республики, это вот вопрос энергетики и энергоснабжения. Вот этот сезон, какие были сложности в этом сезоне и как вы их преодолевали? Спасибо за вопрос. Наверное, ни для кого не секрет, что в нашей энергетической отрасли за последние годы сложилась непростая ситуация. В течение этого года у нас были определенные сложности с бесперебойной подачей электроэнергии нашему потребителю. В этой ситуации есть ряд причин. Прежде всего, это состояние нынешних распределительных сетей, магистральных линий, процент общей изношенности которых очень высок. Плюс ко всему, вы знаете, что эта зима была для нас беспрецедентно холодная и суровая, обильные снегопады в горах, что не способствует нормальному попаданию воды в Джварское водохранилище. Но при всем при этом я хочу отметить очень качественную работу наших энергетиков. Зачастую должен признать, что необоснованная критика звучит с разных уст в адрес наших энергетиков, но мы должны понимать, что в тяжелейших, непростых условиях, когда происходили падения линий электропередач, наши дежурные группы в любую погоду, что называется, в любое время суток, вместе со своим руководящим составом находились на месте и очень оперативно устраняли эти последствия. Но в этом вопросе без внешней помощи, конечно, нам было бы крайне тяжело. Вы знаете, что в прошлом году при аналогичной ситуации, когда выработка генерации на Ингургес не позволяла в полном объеме покрыть необходимое количество энергии, мы вынуждены были запросить переток со стороны Российской Федерации, который нам был обеспечен, и в целом это нам село в порядка 220 миллионов рублей на тот короткий промежуток времени. В этом году ситуация также повторилась. Критический уровень воды на плотине вынудил нас обратиться вновь за помощью к Российской Федерации. Фактически потребитель не заметил о том, что вот этот переход был такой плавный, но это село серьезную нагрузку для нашего бюджета в рамках инвестпрограммы. На сегодняшний день можно говорить о сумме порядка 400-450 миллионов рублей. Это объемы потребленной нам электроэнергии, которую мы получили по перетоку из Российской Федерации. И даже сейчас ситуация остается напряженной. В ходе моей последней поездки с Александром Геннадьевичем мы обсуждали вопрос возможности очередного объема перетока в размере 30 миллионов киловатт-часов. Мы нашли понимание в этом вопросе уже с 1 числа, с 1 апреля текущего года до 15 мы получим эти объемы перетока в районе 30 миллионов киловатт-часов, которые нам обеспечат беспрепятственный переход на генерацию с Ингургеса. Сегодняшняя генерация недостаточно для покрытия наших энергопотребностей. Поэтому потребление очень серьезно растет. Это связано с развитием по различным направлениям. В зимний период времени эта ситуацию усугубляет погодные условия. И поэтому в этом вопросе нам без помощи наших коллег не удается обходиться. Но проблема глобальная, ее нужно решать в комплексе. Мы активно ведем переговоры с нашими российскими коллегами. Вы знаете, что на последней межправкомиссии было принято решение о создании рабочей группы с абхазской стороны и с Минкавказом России, которые уже выработали предложения, которые будут представлены на очередной межправкомиссии, и там уже будем решать искать пути выхода. Вот я как раз хотела сказать, что мы все-таки, что касается энергоснабжения, мы как бы решаем пока проблемы по мере их поступления. Вот я как раз хотела узнать, есть ли вот это видение, вот решение этих проблем на перспективу, так как проблемы все накапливаются из года в год, уже не одно десятилетие. Не хочу пугать наших телезрителей, об этом нам хорошо известно, об этом говорил руководитель нашего РУК Черноморэнерго Басарь, о том, что на 2018 год проблемы будут еще более острее стоять перед нашей республикой. С чем это связано? Вы знаете, что мы останавливали недавно генерацию и для ревизии деривационного тоннеля, с которого поступает вода на турбины. И результат, честно говоря, очень неприятный для нас. Там нужно проводить капитальный ремонт. Те потери, о которых мы говорим,
они приводят к тому, что генерация не проходит в нужном уровне. Потеря воды огромная, а в весенний период времени вызывает сложности. На следующий год запланированы ремонтные работы на этом тоннеле по временным параметрам, по самым приблизительным подсчетам займут порядка 4 месяцев. Если в течение 1 месяца нам необходимое количество электроэнергии составляет порядка 400-500 миллионов рублей, теперь вы представьте, с какими сложностями нам придется столкнуться, когда генерация будет остановлена минимум на 4 месяца. Здесь будет идти речь о миллиардах рублей. Это суммы, которые будут неподъемными для наших возможностей, для нашего бюджетного процесса. И в этой связи как раз таки идет выработка предложений по решению этого вопроса. Нам не нужно ждать 2018 года и начала этих ремонтных работ, а потом искать пути выхода из сложившейся ситуации. Мы уже работаем в этом направлении. И я думаю, что мы с помощью наших российских партнеров справимся в том числе и с этой ситуацией, связанной с энергетическим хозяйством. В рамках инвестпрограммы в энергетику вкладываются немалые средства. В том числе это, хочу заметить, позволило нам вот в этот зимний период времени обойтись без каких-либо серьезных аварийных ситуаций. Вы знаете, что за последние 2 года в рамках инвестпрограммы немалые средства было вложено в энергетику Абхазии. Это и ремонты, это и замена подстанций, это и линии, и многое-многое другое. Все это нам позволило в эту непростую для нас всех зиму пройти относительно безболезненно этот период. Если и были какие-то локальные отключения, то они исключительно были связаны с обилием снега, с падением деревьев. Никаких других причин, а то, что сети не выдержали и так далее, такого не было, потому что, еще раз повторяюсь, инвестпрограмма, правильно расставленные акценты, приоритеты, за что огромная благодарность нашим энергетикам, менеджменту госкомпании, который смог все это правильно распределить, все эти акценты и пройти этот этап. Беслан Константинович, уже полгода, как вы возглавляете правительство нашей республики. Вот за этот промежуток времени какими сложностями вам пришлось столкнуться, как вы их преодолевали? И все-таки, что вы считаете главным достижением для себя вот за эти полгода? Вы знаете, сложности, наверное, всегда будут стоять перед любым правительством. Это, во-первых, самое главное, это выполнение всех социальных обязательств, которые есть у нас. Перед любым правительством стоят одни и те же задачи. Это выполнение доходной части бюджета, это расходная часть бюджета, это защита бюджетников, защищенные статьи бюджета. И за этот промежуток времени у нас не было никогда задержек, связанных с выплатами заработных плат. Дотации направляются в районы совершенно своевременно. В целом, могу сказать, что год, конечно же, для всех нас был непростым, но прошли мы его напряженно, но считаю, что в какой-то степени больше успешно. За этот год, вы помните, именно на летний период времени пришла тяжелая ситуация, связанная со стихийными бедствиями. Вы помните ситуацию, вызванную с ливнями и дождями, когда наша республиканская трасса на Ишерском участке понесла серьезный ущерб, когда малые речки в столице вышли из берегов и нанесли ущерб нашим жителям в огромном количестве, когда в Ачимчирском районе произошли также стихийные последствия, привели к размыву мостовых конструкций и так далее. На все эти вопросы оперативно реагировало правительство. Все пострадавшие, обратившиеся за помощью в администрации города Сухум, в Сухумский район, получили компенсационные выплаты. Эти выплаты весьма существенные были. Несколько десятков миллионов было направлено на эти мероприятия. Что касается Ачимчирского района, силами республиканских предприятий и местных мы смогли оперативно устранить все последствия. И на сегодняшний день продолжаются работы по этим направлениям. Многие мосты были подмыты. Это все расходы не были заложены в расходной части бюджета нашего года, прошлого года. Но подключив все резервы и президента, и правительства, мы смогли побороть в том числе и эту ситуацию.
Ну и если можно, вот вкратце о планах правительства можно узнать, чего нам ждать в текущем 2017 году? Бюджет 2017 года уже принят и утвержден. Мы по нему будем, естественно, работать. Все параметры, заложенные в расходной части бюджета по обязательствам, однозначно будут выполнены. Хочу еще раз заметить одну особенность бюджета этого года, что впервые за тот период времени, как мы стали получать финансовую помощь со стороны Российской Федерации, доля собственных доходов превысила более 50%. При формировании бюджета 2017 года как раз таки собственные наши возможности занимают большую часть бюджета. Как удалось этого добиться? Прежде всего, это правильное прогнозирование, налоговое администрирование и так далее. Все это привело к таким результатам. Но это не есть точка, где можно останавливаться. О поручениях президента вы знаете. Мы стремимся к росту собственных возможностей. И те финансовые средства, которые поступают к нам, конечно же, мы от них не отказываемся. Это является существенным подспорьем в работе государственной машины, в целом правительства. Но мы должны думать о наших собственных возможностях, о поддержке наших предпринимателей, о возможностях нашей экономики, о возможностях ее роста. И поэтому мы всегда уделяем пристальное внимание и из собственных возможностей поддержку экономического роста, а также в рамках инвестпрограммы, те суммы, которые заложены в рамках софинансирования, эти проекты тоже будут направляться на развитие экономики. Вот буквально в прошлом году на форуме, который проходил здесь в городе Сухум, вы знаете, было подписание ряда соглашений о представлении этих возможностей. Порядка 800 миллионов рублей уже в прошлом году было направлено на развитие экономики Абхазии. Этот процесс останавливать нельзя. Мы будем поэтапно наращивать наши возможности для того, чтобы мы вышли на самодостаточный уровень. Перспективы есть хорошие. Если будет продолжена работа, слаженно идти в этом направлении, я думаю, результаты не заставят себя долго ждать. Я хотел бы еще остановиться на одном моменте, который обсуждался тоже не первый год, и именно инвестпрограмма этого года нам даст такие возможности. Я говорю сейчас о медицинском страховании. Вы знаете, что ситуация в здравоохранении республики непростая, хоть и за прошлый год мы вложили порядка 160 миллионов рублей на приобретение оборудования, но есть такие направления, где сегодня мы не готовы оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Большая часть людей, обращающихся к нам, находят понимание и поддержку из резерва правительства, из резерва президента, а также по целевой программе в рамках подписанных соглашений мы отправляем в различные учреждения лечебные в Российскую Федерацию. Но это не носило какой-то такой системный характер. И должен сказать прямо, что зачастую наши жители выбирают и иной путь для лечения, который не совсем соответствует нашим интересам. Будем говорить прямо, некоторые наши граждане выезжают за пределы Абхазии в сторону Грузии искать там, получать там медицинскую помощь. Так вот, в рамках инвестпрограммы мы буквально в апреле месяце ожидаем подписания соглашения с Минздравом Российской Федерации, где медицинское страхование, покрытие, которое будет у нас, позволит отправлять всех наших граждан в любое медицинское учреждение Российской Федерации. На эти цели в бюджете Российской Федерации предусмотрены зарезервированные средства, более 1 миллиарда рублей. И в этой связи я считаю, что мы решаем очень важную, огромную задачу в программе здоровья нации. И это страхование, которое начнет действовать, я надеюсь, уже буквально с апреля, с мая месяца, решит нам очень острую и сложную задачу, которая стояла у нас, и мы долгие годы ставили этот вопрос перед нашими российскими коллегами, партнерами. То есть, скажите, пожалуйста, у каждого нашего гражданина будет страховой полис. Да. У гражданина Республики Абхазия, имеющий паспорт гражданина Российской Федерации, будет страховой полис. Во всех районах Абхазии будут открыты пункты получения этого полиса. И когда тому или иному гражданину будет необходимо выездное лечение в Российскую Федерацию, он может с этим полисом выехать, обратиться в медицинское учреждение, получить полную квалифицированную помощь, в
том числе и хирургическую, там все это будет прописано, покрытие страховое обеспечить, то есть это не будет прямой нагрузкой на наш бюджет. Эти средства предусмотрены в рамках инвестпрограммы и предусмотрены в федеральном бюджете Российской Федерации. Считаю это очень серьезным достижением. Рассчитываем на то, что подписание пройдет уже в ближайшее время. Понятно. Вячеслав Константинович, ну вот завтра один из самых важных дней вот, в политической жизни Абхазии. Наконец-то будет сформирован парламент Абхазии. Каким вот вы видите Народное собрание Абхазии 6-го созыва? Ваш прогноз? Да, действительно, наверное, один из самых ответственных дней нам предстоит завтра. Практически в 22 округах завтра пройдут вторые туры. И завтра можно говорить о том, что будет сформирован новый созыв парламента. Хотя в одном округе, вы знаете, будет повторное голосование. Тем не менее, да, перевыборы, да, в одном округе. А в целом завтра мы сформируем парламент 6-го созыва. Что мы ждем от нового созыва и каким он будет? Я убежден в том, что этот парламент будет профессиональным, качественным. Те задачи и вызовы, которые стоят перед нашей страной, на все это будет правильное реагирование. Хотел бы отметить одну особенность, наверное, которую уже можно о ней говорить, исходя из результатов по первому туру и с учетом лиц, которые прошли во второй тур. Мне кажется, что парламент существенно будет моложе предыдущего созыва. Может быть, хотя есть разные оценки в обществе, кто-то к этому относится с осторожностью и с опаской, но этот процесс неизбежен, и, по всей видимости, этот созыв по составу будет очень молодым. То есть, на ваш взгляд, грядет смена поколений? Ну, по всей видимости, это смена поколений. Первые шаги смены поколений происходят уже, мы становимся очевидцами этого. В этом никакой опасности, угрозы я не вижу. В этот парламент вошли также опытные люди, люди с большим стажем административной работы, государственной службы. И поэтому я думаю, что здоровый баланс сил, опыта и молодости будет в новом созыве. И очень рассчитываю, надеюсь на то, что, а по-другому и быть не может, что очень конструктивная работа между исполнительной и законодательной властью нас ждет в ближайшее время. Вячеслав Константинович, ну и позвольте обратиться к вам как к недавнему представителю законодательного органа республики. Ну, не будем говорить о критике и претензиях к парламентариям. Все же, вот на ваш взгляд, что было главным достижением 5-го созыва Народного собрания? Ну, даже если может показаться, что мое мнение о нынешнем созыве парламента, у которого все еще есть пока полномочия до сформирования нового созыва, оно может кому-то показаться субъективным, поскольку я сам был в этом созыве, но считаю, что этот парламент был достаточно квалифицированным, профессиональным. В очень сложные периоды времени парламент сумел сохранить ситуацию, сохранить стабильность в нашей стране, и в этом его заслуга огромная. Мы знаем о тех реформах, которые прошли через этот созыв. Это и судебная реформа, это и реформа органов местного самоуправления и многое другое. Этот парламент войдет в историю, хотя разные мнения, вы правильно заметили, звучат, но нельзя судить по конкретным каким-то людям о целом созыве, о его роли в истории, новейшей истории Абхазии. Я им очень благодарен за тот период времени, когда мы с ними работали уже, когда я был в ранге премьер-министра. Мы обсуждали уже 2 бюджета. Это и бюджет 2016 года, который мы корректировали, а также бюджет 2017 года, который был утвержден нынешним созывом. Всегда был профессиональный, качественный такой профессиональный подход к параметрам бюджета, здоровая рабочая атмосфера и полное содействие и конструктивная работа с нынешним созывом была. Надеюсь, такие же отношения сложатся и с новым созывом парламента. Мы открыты к готовому диалогу, конструктивным разговорам и уверен в том, что и то лучшее, что было в созыве 5-м, оно найдет отражение. Продолжение этих добрых традиций будет и в 6-м созыве. Ну, свои особенности, наверное, будут у 6-го созыва, не без этого, но тем не менее главная задача, которая стоит перед парламентом новым, который завтра уже будет сформирован, это защита интересов нашей страны.
И в этом вопросе наши мнения единые и у исполнительной, и у законодательной, и у судебной власти. Спасибо вам за интервью и удачи в вашей нелегкой работе. Спасибо.